Глава Башкортостана Ради Хабиров в очередной рабочей поездке. На этот раз в Центре спортивной подготовки, который находится в Уфимском микрорайоне Затон. Всероссийский турнир по борьбе «Куреш» памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Фарвазовича Ахмедханова. Именно на это торжественное мероприятие и отправился Ради Хабиров. Добрый день, дорогой. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Все готово для проведения турнира первого всероссийского. У нас 249 человек, 46 команд прибыло. 10 команд у нас из субъектов Российской Федерации. А вот этот турнир мастерским будет? Он мастерский турнир. Мы проводим его впервые на нашей территории. Именно посвящен Артуру Он Фарвазовичу. уже мастерский? Он был мастерский, да. По всем весовым категориям? Конечно. Или нет? По всем весовым категориям. Там количество мастеров должно соответствовать. Да, полностью соответствует. Юноши, взрослые. У нас команда из Казахстана еще прибыла с республики. То есть международная? Международная. И у нас в республике 35 команд. Наша команда тоже готова. Юноши и взрослые, 18 человек, по 9 в каждой категории. Зал, все готово. Я его переговорил, Здесь у нас представлены наши чемпионы, тренеры чемпионов и участников Олимпийских игр 2014 года. Паралимпийские чемпионы, призеры, тренеры заслуженные, получается. Ну вот олимпийский чемпион Захаров Руслан и Ирик Зарипов. Четырехкратный победитель Паралимпийских игр. Бронзовый двукратный призер Давидович Александр. Их тренеры паралимпийцев Гумерова семейства. Абраров Рамиль Разяпович, тренер нашего Васильева, прыгуна на лыжах. То есть, ну вот это, как говорится, территория славы наших олимпийцев в 2014 году. Ради Фарич, а что за турнир? Почему он появился? Посвященный памяти нашего товарища, в памяти Ахмедханова Артура Фарвазовича. Ну вот мы решили вот такое событие в честь его памяти просто учредить. Философия, жизнь, движение. Сойдутся батыры, земля задрожит. Куреш, единение, братство, религия. Суры Куреша, ловкость и сила. Здесь нету места злобе, жестокости. Есть философия, видеть, не видеть. Не видеть врага в противнике. Увидеть брата в сопернике. Увидеть брата в сопернике. Композицию, которую мы услышали, написал Урал Рашитов по инициативе Артура Фарвазовича. Именно так он хотел донести до нас, что Куреш — это философия, это ловкость, это сила, это жизнь. Сегодня Центр спортивной подготовки открыл свои двери участникам и гостям Всероссийского турнира по борьбе «Куреш», посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Фарвазовича Ахмедханова. Он внес большой вклад в развитие единоборств в нашей республике. Слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Дорогие друзья, уважаемые гости соревнований, сердечно приветствую участников и наших дорогих гостей. Для меня сегодня особая честь открывать соревнования, посвященные памяти моего близкого друга, генерал-лейтенанта полиции, настоящего патриота, воина России и нашей родной республики Ахмедханова Артура Фарвазовича. Артур Фарвазович действительно очень многое делал для развития национальной борьбы «Куреш». Он любил борьбу
и действительно очень много сил уделил для того, чтобы борьба была неотъемлемой частью нашей жизни, нашей спортивной жизни и нашей культуры. Я сегодня особо хотел поприветствовать наших гостей, участников соревнований, потому что, глядя на вас, я уверен, еще тысячи мальчишек придут на борцовский ковер и станут настоящими батырами. Я желаю всем участникам честной спортивной борьбы, побед, а всех нас поздравляю с замечательным, прекрасным праздником, посвященным памяти замечательного человека. Спасибо. Слово предоставляется супруге Артура Фарвазовича Фиделие Фанильевне Ахмедхановой. Уважаемые друзья, уважаемые спортсмены, мы очень рады и горды, что тот вклад, который внес Артур Фарвазович в развитие спорта куряж нашей многонациональной республики, приносит свои плоды. Артур Фарвазович ценил и уважал каждого спортсмена. Спасибо большое, что проводите турнир в его честь. Я желаю успехов всем спортсменам и нам, зрителям, болеть за достойных. Спасибо большое. Благодарим вас, Фиделия Фанильевна. Эти цветы для вас. Всероссийский турнир по борьбе кураж, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Фарвазовича Ахмедханова, объявляется открытым. На сцене народный ансамбль кураистов «Азамат». Слово предоставляется главному судье соревнований Юниру Искандаровичу Ильясову. Добрый день, уважаемые гости, спортсмены, тренеры, зрители. Краткая информация о ходе соревнований. Борьба будет проходить по установленным правилам Всероссийской Федерации борьбы кураж. Время схваток у юношей 3 минуты, взрослых 4. С утешением на финалиста. Со стороны судейского корпуса обещаем честного, объективного судейства. Спортсменам желаю бескомпромиссной борьбы. Пусть побеждает сильнейший. Спасибо. Спасибо вам, Юнир Искандарович. Ратвич, ну что, теперь турнир, победы, борьба? Турнир, победы, борьба. Опять же, я говорю, что такие турниры, они чем важны, что вот видите, полный зал, очень много детишек сидят. Глаза горят. Да, глаза. Они посмотрят на это и через день подойдут к родителям, скажут, дайте мне там купить пояс, и все, вперед на тренировки. Так что я уверен, вот такие, я говорю, соревнования, очень много детей привлекут в спортивный зал, а это самое главное. Видите, тут такие замечательные условия. Ну, а борьба в школах у нас прижилась. Она, знаете, она в стадии такого хорошего динамичного развития, потому что мы же поставили амбициозный себе план 200 школ. В 200 школ ведем спортивную борьбу. Это очень серьезная вообще задача. А когда? Но это мы в рамках указа нашего до 2024 года. 200 школ. Сейчас уже там второй десяток школ занимается. Город Ишимбаев, Башкортостан, Николай Тимиров, город Нефтекамск.
Что сейчас на ковре происходит? Ну, сейчас весовая категория 90 килограмм идет. Да? Всероссийского турнира по крэш по памяти Артура Фарвазовича Ахмедханова. Данное соревнование проходит в таком формате впервые. То есть эти соревнования внесены в единый календарный план всероссийских мероприятий. Первый раз. Впервые внесены. Этот турнир он в Республике Башкортостан проводится не в первый раз, но впервые он введен в единый календарный план. То есть спортсмены, которые станут победителями на данных соревнованиях, выполнят норматив мастера спорта России. Почему их вернули в круг? Потому что в результате действия спортсмены покинули рабочую зону ковра. Это нельзя делать. Ну, да, основные действия должны проходить в рабочей зоне ковра все-таки. Я тоже умеете. Ну, умел и умею, да. Если поставят, я тоже поборюсь с удовольствием. Это здорово, спасибо огромное. Вам спасибо, до свидания. Вы кого тренируете? Я тренирую в основном сборную команду по борьбе на поясах. Сборную чего? Сборную команду Республики Башкортостан. По борьбе на поясах на базе аграрного университета и студенты у нас тренируются, и сборные республики тренируются. Ну, здесь можно было, конечно, 1 балл дать, но это все равно ничего не решило бы уже. Все равно 5-3. Ну, с незначительным преимуществом выиграл борец с красной курткой Туйгильдин, представитель Ишимбая. Ну, борьба была честная. Борьба была честная, да, никакого засужения, ничего не было. Очень хорошая встреча была. Yürü. Dik durma. Astarak. Вот, Astarak. Вот, gitti haydi. Чисто! Молодец, красавчик. За что вас ругали? За то, что я не доработал бросок. Думал в левую сторону, а нет. Шел в левую сторону, хотел обратку сделать. Не докрутил. Думаете, головой, руками? Чем когда боретесь? Интересно? И головой, и руками все вместе. Вот. Тяжко? Ну как, нормальный человек, очень подготовленный, призер чемпионата мира. Вот готовился психологически, чуть-чуть даже, наверное, перегорел, потому что со мной серьезный соперник, мастер спорта международного класса. А у вас есть достижения? Кандидат в мастера. А как спортсмен, польза есть вам как спортсмену? Каждая встреча, каждое соревнование – это шаг вперед. Мы совершенствуемся. Все, 3. Стелебашевский район здесь тоже в таком хорошем составе? Да, у нас в составе ребята со сборной республики. Что там, тяжеловесы? Да, тяжеловесы борются. А какая категория? Это вес, 100 плюс борются ребята. Ух. Настоящие Так, такие Стелебашевский район? Нас, приехали мы 12 человек. 12 человек, 11 человек юношей. И 3 взрослых. 15 человек получается. Вот такие моменты возникают. Ну, это опасно. Такая весовая категория достаточно, мне кажется, сложная. Надо быть сильным просто, чтобы работать. Вот сейчас у нас
2 финалиста есть. Если я еще одну схватку выиграю, я и сам в финале буду. Пока на сегодняшний день, пока предварительно 3 финалиста. Это хорошо? Это очень хорошо. Это такой большой турнир. Это очень хорошо. Турнир посвящен памяти Артура Фарвазовича Ахмедханова. Вам приходилось с ним встречаться? Да. По молодежи еще боролись. 8-7 года. Вы были, кстати, лучшим среди молодежи Башкортостана, да? Выиграли турнир? Выигрывали. Выиграл турнир, первенство. Тогда, в то время называлось чемпионат и первенство. Выиграл турнир, попал в сборную. И в те года уже непосредственно Артур Фарвазович нас собирал, объяснял, наставлял как-то. Ну, с человеком такого уровня посидеть просто по душам поговорить, даже вот лицом к лицу, это для нас было что-то такое вот невообразимое для нас тогда. Что нужно для того, чтобы развивать на селе спорт? Да, в первую очередь желание должно быть у самого человека. У нас, у башкиров говорят так, кашинан дуратылер. Если человек работает, хочет, то это уже он добьется в любом случае, было бы желание. Только что закончились соревнования, первый день, вы уже успели переодеться. Устали? Ну, как бы это для нас это как отдых, поэтому не устаем. Самое главное, ребята борются, ребятам все это нравится. Мне кажется, вот ради таких пацанов стоит проводить. Да. У меня вот у себя 4 детей, поэтому я всегда стараюсь, чтобы они радовались и брали пример. А есть статистика вот по Башкортостану, где занимается борьбой куреш? Я бы сказал, сейчас практически во всех спортшколах есть отделение, значит, по курешу. И мы в 2012 году, значит, возобновили спартакиаду школьников в республике. И благодаря этому сейчас во многих школах общеобразовательных, в районах, в городах, значит, создаются секции по борьбе куреш. И ведется целенаправленная работа. Спасибо. Спасибо большое. Райтфович, вас там ребята из районов говорят, не отпустим главу, хотим пообщаться. Наша сборная команда. У кого-то есть сейчас мастеры выполнить или все? Мында ике кандидат мастер спорта, калгандары барысы да мастера спорта егиттер, барысы да әзірлер. Мен Ингур Башқұрталы Сейт Балман, Афрой районы қонаққа сақырам. И ошо біздің башқұрт күресін телевидениеға көрсетілген БСТ каналына. Сөңке менің атайым яратып қарай, келе алмай, инвалид. У нас же программа еще идет вот, борьба в школы. Спортивная борьба, 200 школ. Именно вот надо и ребята поддерживать. Потом здесь вот тренера есть, которые уже тренерами работают? Есть, да? Да. Вы знаете, да, проект, который мы сейчас заводим? Новый тренер 600 тысяч выдают. Я сказал, в первую очередь, все-таки надо вот именно борцов. Да. Так что вот, ну, 600 тысяч, по крайней мере, там, что-то вы уже сможете жилье начать строить и так далее. Да. Но борьба, она чем хороша, она вот там, считаю, помещение дал, борцовки купил, все, и тут занимаются борьбой. Последнее только. Вот грандиозное мероприятие, действительно, сегодня, это выдающийся сын башкирского народа. Мне бы хотелось в качестве пожелания, чтобы массовый вид спорта, это башкирский куреш, это был традиционно на следующие года, последующие годы. Сейчас это и обсудили. Отлично. Этот турнир нам федерация подтверждает, что наш. Да. Все, турнир каждый год будет. Ну и знаешь, что здорово, мастерский турнир. Да. Есть для пацанов шанс мастерами спорта стать. Участием всех районов и городов Республики Башкортостан будет замечательно. Нет, мы хотим дальше идти, мы хотим его сделать международным. Безумно благодарен, спасибо.
спасибо. Международно сделано, чтобы приезжали. В этом году, говорят, вот казахи приехали. Казахи приехали. А на следующий год уже пригласим. И вот здесь прям казах. Ну, начнем вот с СНГ будет, так вот, а потом вот дальше двигаться. Бәлі, шүкір, мезон. Ярыклар. Спасибо, рахмет. Можно попросить кого-то, пожалуйста? Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Просто, пожалуйста. Проект. Рафич, а этот турнир будет постоянным или раз? Традиционный, ежегодный. Вот мы об этом сейчас как раз и обсудили, что он будет традиционным, ежегодным, обязательно. И ребята всех возрастных категорий? Юноши и мужчины, да. Вот, и самое главное, я говорю, что это, ну, он вошел в календарь официальных мероприятий Минспорта России. Это турнир мастерский. Это большая возможность для ребят, которые уже подготовились, выполнить норматив мастера спорта России. Очень здорово. Рафич, можно вопрос? Артур Фарвазович для вас был особенным человеком. Я так понимаю, что и вот такой турнир – это особая возможность помнить достойных людей. Конечно. Конечно. Ну вот так получилось, видите. Он бы много еще сделал для этого, но, по крайней мере, вот я считаю, что мы что делаем правильно. Ну, память о нем сохраняем таким образом. Причем очень хорошим образом. 1000 детей придут, бороться будут, его вспоминать будут. Куреш, философия, жизнь, движение. Сойдутся богатыры, земля задрожит. Куреш, единение, братство, религия. Суть Куреша, ловкость и сила. Здесь нету места злобе, жестокости, есть философия. Видеть, не видеть. Не видеть врага в противнике, увидеть брата в сопернике. Увидеть брата в сопернике.